открыта, да, водительская. Черпашлайды. Дорогие друзья, это вот Зеленчукский район, речка Карабежгонка. Что это означает, я не знаю. Карабежгонка. Ну, сейчас она мелкая. Готовится эта речка к зимней спячке. А вот вдалеке, посмотрите, бриллиант Европы. Гора Бриллиант. Двуглавый Эльбрус. Красавец. Посмотрите. У его подножия карачаевские села, станицы. Жизнь, видите, скот, столько скота. Люди живут земледелием, рукоделием. Как и везде по России. Мало рабочих мест. Многие заводы, фабрики позакрывались по ненадобности. Вот. Частные предприятия у многих открыли. Живем, как говорится. Кавказская гряда. Со мной едет мой дядя Абук, двоюродный брат моей мамы. Я бы хотела, чтобы он что-нибудь рассказал о нашей жизни, о быте карачаевцев. Что-то интересное. Что вот сейчас как бы на ум пришло? Расскажите, пожалуйста, Абук Джамашуевич. Сейчас мирным трудом громче только. Скотоводством. Основное ведение животноводства и полеводства. Скотоводство на самом высоком уровне, значит, развито у них, значит, и овцеводство, крупный рогатый скот разводят. Они получают, значит, молоко, сыр, масло, вот, из этих производят продукцию и свободно на рынке продают в натуральном виде, люди покупают, получают удовольствие, продляют себе жизнь. Продляют себе жизнь натуральными продуктами. Вот так. Такая вышка, посмотрите. Вот какие вышки. В космос. Общение с космосом. Здесь недалеко, вот эта станица Зеленчукская. Направо есть обсерватория всемирного значения. Зеркала там. Такая жизнь у нас. Казаков много здесь. Работяги такие. Сегодня день 7 ноября. Красный день календаря. Празднуем. Не знаю. Теперь мы стали начитанными, много чего знаем. И удивление. Вот, Абук Джамашуевич, сегодня праздник. Мы с вами турне совершили по делам творческим. Абук Джамашуевич книгу готовит к изданию, фамильную книгу о Чотчаевых. Ну и вот мы ездили в сторожевую станицу. Я бы хотела о празднике 7 ноября. Как вы считаете, сейчас уместен этот праздник праздновать для нас, людей? Когда мы все про все знаем? Или мы ничего не знаем еще? И громче говорите, чтобы вас слышали. Это наша история. И об истории это надо говорить правду. Сегодня правильно надо было принимать то, что было и тогда. Прекрасное это было. Наши праздники, которые мы в детстве росли пионерами, комсомольцами, принимали эти праздники как свое родное, отеческое. Так и сейчас надо принимать его как должное. Вот. Значит, с праздником тогда вас. С праздником поздравляем всех, кто, как говорится, находится на пенсии, кто видел эту жизнь прекрасную. Сегодня тоже, значит, надо говорить об этом. Вот. Какие люди тогда наше государство сберегли, завоевали, от такого свирепого врага поставили на колени и выжили.
И вот сегодня мы являемся детьми войны. Вот сегодня это радостное для нас время. Это значит день рождения Октябрьской революции. Ясно. Я не люблю такие праздники, как вы знаете, это рукотворное горе. Не люблю, потому что волею, группы людей чинятся вот такие бесчинства, которые, вот посмотрите, это что за оружие? Ага. Бесчинства творятся, войны. Не знаю, может это порядки вещей, но я не понимаю. Вот это наша станица Зеленчукская. Суши! Прекрасная Архысур, да, прекрасная станица. Здесь живут прекрасные казаки, карачаевцы и Дружно греки. Дружно живут, работают. Вот. Вместе. И трудности, и радости вместе проводят. Здесь находится и воинская часть Сторожевской, поэтому здесь не секрет, что проезжают военные машины. Ничего страшного. Родина нас бережет. С праздником, дорогие друзья. Ну, мы привыкли, мне тоже 70 лет. Я привыкла тоже к этим праздникам. День 7 ноября, красный день календаря. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жив. Ну, вот такие эти пословицы, они до сих пор. Будь готов, всегда готов. Живут в моем сердце, в воспоминаниях моих. Вот эти магазины, ларьки, заправки, мечеть. Вон, посмотрите, какая красивый купол какой. Да, кстати, это село, где, я вижу, станица это, где очень много и женщин, и мужчин оседлали велосипеды. Я тоже в детстве гоняла велосипед по трассе. Тогда, вы знаете, редко машина проезжала. И я ехала на велосипеде, девчонки, мальчишки. Бывало, отпущу руль. И вот катится долго, километр могла после разгона проехать. Вот руки хлопая, как бы бравируя. Ну а сейчас нельзя так ездить, потому что такое движение интенсивное. Опасно так ездить. Но здесь вот молодцы. Гимнастика для ног. Это здоровье. И в станице Карданикской тоже ездят на велосипедах. А у нас в Кумыше, там в селах Сары-Тюзи, ну редко кого из ребят увидишь на велике. А так, как-то, у карачаевцев как бы стыдно на велике женщине ездить. Почему, не знаю. Не полагается. Не то, что стыдно, не полагается, говорят. Вот. Неплохо живем, знаете почему? Посмотрите, по 5-6 заправок. Значит, столько машин. Я хотела Эльбрус показать еще раз. Про Эльбрус что-нибудь, чтобы сказали.